Men kara sunun köpüründe atımını atlattım. Atlay da atlay düşmanların otunu patlattım. Сундуз Гафаровой 91 год. Все свое детство и жизнь в Крыму перед жестокой депортацией она трепетно хранит в памяти. Ведь фотографий и вещей с того времени у нее не сохранилось. А это стихотворение – единственное воспоминание из школьной программы в Крыму. Здесь она успела окончить только 1 класс. Bir gün kurnaz tilkicik, betiken ekli kırpıcık. Sözleştiler ketmege, dağlar boyu gezmege. Kete kete kettiler, etrafka göz ettiler. Bir davuş şırt etkende, kırpı sorayım, ya o ne olacak diye tilki. Haydi dinle bakayık, avcı olsa kaçayık. Сундуз Ханым родилась в 1932 году в селе Барын Белогорского района. Жила семья в самом Карасув-Базаре. День, когда разрушились все детские мечты, она не забывает ни на минуту. Babam, anam Sudak'a kettiler. Hoş geldin diye armiyadan ağası geldi. Hoş geldin diye kettiler. Oynayımız. Вдруг Ruslarda svet var, bizde svet yok. Что-то korkunçlu, страшно. Там сығырсағымаға кетті, қаранық сығырсаға мен сернігін чертем, чтобы это ярық olsun деп. Прямо авасы что-то не то. И это, олар кеш келділер. И babam, anam что-то tuydular, наверное, бізге білдірмейлер. Айта, давай чеханайық. А что это олар уледілер? Предчувствие беды не обмануло родителей. Семья, в которой воспитывалось 6 детей, в торопях собирала документы и запасалась едой. Серник чертіп. Babam dedi, хоть документlerini hazırlayınız. Наверное, біздің ауыл чифтлар кіба атacaklar. А уянамыз біздің это порох сердца, с ней плохо стало. Жықылып қалды. Біз башладық ағлашмаға, что жояжақмыз уянамны. Полный әзірлендік біз. Ашамаға алдық, неттік. Бір 20 кило, наверное, топленое масло взяли. По дороге будем кушать. Это хоть балаларын құтарық, дейді бабам айтады. У семьи Сундуз Ханым была своя повозка с лошадьми. Туда и загрузили все, что могли взять с собой. Впереди полная неизвестность. Баяғы yüklедік арабаға. Продукты yüklедік. Енді қапыны açaq десек, военные солдаты, молодые. Пришли, наверное, гнать, чтобы мы вышли, а мы уже готовы. Почти сабақ ашық жол шетінде, уяқа-бияқа дуа оқып жүрдік. Бізге деділер, дуа оқыңыз. Вместе с односельчанами семью привезли на Джанкойский вокзал, где погрузили в скотские вагоны. А поезда біздің везли вот так. Не так вот сидели, друг на дружке. Двигаться нельзя было вот так. Ну, как мало везли. Сундуз Ханым, как сейчас, помнит, как всем вагонам помогали беременной женщине, у которой начались схватки. Ребенок родился живым и здоровым. Бізге это была бір пердечек тұттылар. Вот так друг на друге все в этом поезде. А у нее схватки у этой девчонки на нас. Ну, Хартар там успокаивает, сабрет балам. Она родила, а завернута куда? Вот какой-то кім башына несін шығарды, а Сабины завернули вот этого ребенка. Семья Сундуз Ханым попала в село Сосновка Касинского района Пермского края. Поселили депортированных в деревянные домики. Поначалу местные были не рады новым жителям. А их готовили к нашему приезду. Korkuzdular, что biz adam öldüremiz, bizi pek çok kişi öldürdük, onun için bizim onda ketreler,
как наказание. Кроме работы на лесоповале, занятий в Касинском районе не было. Школа в поселке была только начальная, до 4 класса. Чтобы продолжить обучение, нужно было уехать за 20 километров и жить в общежитии. Dayanamadım, kaçıp geldim. Babam rahmetli Agarat Kazaydı. Anne geldim, şimdi ben babaya okumayacak annem. Ben bir şey anlamayayım. Bize bir şey anlamayayım, okumayacak ben. Yok balam okumak gerek. Обязательно gerek okuma. Ben okumayacağım diye. В 16 лет Сундуз Гафарова устроилась маркировщицей в леспромхоз. После семья переехала в Узбекистан. Там Сундуз Ханым работала фасовщицей на консервном заводе. В 25 лет она вышла замуж. Некоторое время жила в Казахстане. В Крым Сундуз Апте вернулась только в 2006 году. Сегодня она живет с семьей в селе Шумхай, Заречное, под Акмесджитом. У нее 2 дочери, 5 внуков и 13 правнуков, для которых у нее одно пожелание. Bizim korkemizin siz eşitmenizle, görmenizle. Вот это я живу. Сундуз Гафарова прожила нелегкую жизнь, но сохранила мягкость сердца и любовь к своей культуре и национальному искусству.